Всем привет! Это пятиминутка от Алима. И я за 5 минут попытаюсь рассказать все, что думаю о данном автомобиле. И сегодня у нас обзор Volkswagen Jetta 6-го поколения мексиканской сборки, как бывает российская, с 2013 года. Автомобиль, в общем, за 500 километров себя проявил отлично, достойно. Так что было понятно, что это за машина, простым языком, да. Мне показалось, что это что-то среднее между Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Конечно же, сравнивать это нельзя все, это абсолютно разные классы, но для простого обывателя, я думаю, будет понятно. У него нету такого ощущения легкости, такой неустойчивости, как это есть у Polo на определенной скорости. Но и также нету, как у Volkswagen Passat, такой мощи в дороге. Мощи, ощущение баяна, как это любят выражаться водители. Это что-то среднее. Средняя машинка, отвечающая на свои деньги, имеющая симпатичный внешний вид и абсолютно удобный салон. Опять же, на свои деньги. Все познается в сравнении, как всегда. В данном автомобиле имеются комплектации Concept Line, Trend Line, Comfort Line, Style и Highline. У нас Trend Line. В данной комплектации, по-моему, есть все не самое необходимое. 4 стеклоподъемника, раздельный климат-контроль, CD-MP3 магнитола и даже AUX вход для подключения внешних источников аудио. В этой комплектации, в данном автомобиле, имеется двигатель 1,6 литров, 105 лошадиных сил. Кто бы что ни говорил, этого мотора для этой машины абсолютно достаточно, абсолютно хватает. И вот это также имеется у нас коробка передач, 6-ступенчатая, автоматическая с функцией Tiptronic, обычная, надежная, гидротрансформатор. И для этой коробки, и в сочетании с этим мотором, для этой машины более чем достаточно. Она не имеет большой тяжелый вес, этого более чем достаточно. Что касается надежности, да, мне кажется, что вот в этой комплектации, в этом сочетании мотора 1.6, 105 лошадиных сил и 6-ступенчатой коробки автоматической, это самый надежный вариант этой серии Volkswagen. Объясню почему. Конечно, если вы хотите автомобиль покупать из салона, да, то единственное, что вам надо, это посчитать денежку и выбрать комплектацию. И будет эта машина вам служить с верой и правдой. Новая машина, она будете получать наслаждение. Но если же вы хотите покупать автомобиль данный на вторичном рынке, то я думаю, что следует обратить внимание на некоторые моменты. Данный автомобиль также предлагается с двигателями 1.4 турбированными. 1.4 122 лошадки и 150 лошадиных сил. Вот. Ну и 1.6 85 лошадей и 105 лошадей. Также коробки передач предлагаются механические, DSG роботизированные, ну и гидротрансформаторная обычная коробка передач с функцией Tiptronic. Ну вот, если вы покупаете автомобиль с пробегом, во-первых, не факт, что вы нарветесь на правильный, на честный пробег. Вот. А у таких двигателей турбированных, как 1.4 и коробок DSG, есть определенный ресурс, при котором, в зависимости от его использования, да, от эксплуатации, он уже начинает проявлять какие-то проблемы, какие-то слабости. Турбина начинает жрать масло, коробки начинают там дергать, пинать, еще что-то. В данном случае 1.6 это один из самых надежных моторов. Он используется на некоторых Шкодах, Volkswagen'ах, ну и также коробка передач тоже надежная.
В общем, при правильной эксплуатации машина вас не подведет и будет вам служить верой и правдой. Так вот, что еще хотел бы сказать об автомобиле. Автомобиль абсолютно легко и просто преодолевает дальние расстояния. Нет чувства усталости, никакие части тела не болят. Также легко в городской езде. Он не имеет больших габаритов, маневренный, везде можно заехать, развернуться. Также сложности на дорогах, как серпантин, тоже все очень легко. В общем-то, автомобиль в своем классе за свои деньги абсолютно стоящий и достойный. Ну что, всем пока, на этом все. До новых встреч.